Так, друзья, всем доброе утро. Да? Давайте разберем сегодня рынок с вами. Как обычно, начнем с нашего любимого золота. Да? Золото у нас продолжает подходящее движение на 4-часовом таймфрейме. Мы видим, как цена заполнила полностью 4-часовой имбаланс. Да? Вот. И также дополнительно мы получили здесь манипуляцию. Из текущих отметок, что мы видим дальше, то что у нас открывается довольно-таки лонговая Азия. Франкфурт у нас был немного в боковом движении. Лондон сейчас, в принципе, поддерживает контекст Азии. И вероятно, с теста данного часового имбаланса мы можем выходить дальше вверх. Да? То есть, чтобы что-то такое рассматривал для продолжения восходящего движения. Первая цель это уровень ПДХ, хай прошлого дня, да, вот. Дальше смотрим евро-USD, евро-USD, давайте посмотрим, что по нему видно. Что мы видим? Мы видим то, что я пока настроен на самом деле шортово, так как после снятия ликвидности на данной отметке у нас зародился шортовый контекст. Да, вот мы видим его. Здесь мы дополнительно сделали манипуляцию. Да. Цель данного падения это ПВЛ, лой прошлой недели, и который нам показывает, будет стремиться вот сюда. Следующая цель будет на отметке 1.16.595 на часовом таймфрейме. У нас есть не очень, скажем так, красивая, да, ситуация. То, что мы не сняли на азиатской сессии, уровень ПДХ оставили равные хаи. Вероятно, мы можем увидеть после снятия ПДЛ лоя прошлого дня развитие вот в сторону ПДХ. И сразу уже ПДХ рассматривать какие-то позиции на шорт. Далее у нас USD CAD, пока что у нас лонговый. Сегодня, завтра я бы также хотел рассматривать разворотные модели, так как цель у нас отмечена с прошлых обзоров, откуда мы можем развернуться от данного фрактала. Да, давайте посмотрим, и что я буду в целом делать. Ожидать снятия данной полки ликвидности, формирование здесь некой шортовой структуры и набирать позицию. Где-то уже после подтверждения того, что у нас начались шортовые сделки. Да? Вот, цель будет выставляться конечная на данный фрактальный лой. Да, вот мы его видим. Дальше посмотрим, давайте GER40, что у нас. У нас в запильном движении. Ничего пока здесь не смотрю, так как у нас накапливается ликвидность. Да, вот мы ее видим прекрасно здесь. И также здесь, да, мы тоже видим. Для начала нужно определиться в цене, куда она будет выходить у нас. Либо она сделает манипуляцию какую-то вниз и после этого дальше выходить вверх. Либо же цена снимет данные всю ликвидность, да, и уже будет планомерно у нас все это спускаться вниз. Дальше, USD Chief, давайте рассмотрим. Пока что не хотел бы рассматривать особо, так как после снятия глобальной цели, вот на данной этой отметке мы видим то, что цена, да, у нас продолжает торговаться в таком большом диапазоне, который начался вот отсюда, да. То есть ближайшие цели, которые мне хотелось бы рассматривать, да, если посмотреть на 4-часовой таймфрейм, у нас есть незаполненный 4-часовой имбаланс, да, вот мы его прекрасно видим, то мы получим какие-то шортовые сделки с целью первой вот сюда, да, и конечной целью на данный фрактальный лой. Так, ну если тянуть сделку еще более низко, то уровень PVL лой это прошлой недели. Да. Далее давайте рассмотрим евро-USD, евро-японская иен, точнее, ближайшие цели на данный хай и на данный хай. Если перейти на часовой таймфрейм, мы здесь видим, как цена хорошо работала с ликвидностью снизу. То есть вот здесь мы получили манипуляцию, снятие ликвидности, да, и у нас вот это вот лонговая Азия. То есть получить небольшую коррекцию, и здесь можно рассматривать движение вверх, да, то есть в лонг. Далее давайте рассмотрим евро GBP, евро фунт. Давайте сотрем сначала ненужные наши
зарисовки. Вот. Далее посмотрим более глобально. Более глобально мы видим здесь открытую данную цель на вот этот вот хай. Вероятнее всего цена будет стремиться его снять. Сейчас нужно смотреть, как цена поработает с уровнем ПДХ. То есть сейчас у нас не снята еще полка ликвидности, да, мы видим. Но после ее снятия мы можем на самом деле пойти вниз и не снимая конечную цель. Собрать вот всю вот эту вот ликвидность и уже после этого формировать какие-то лонговые сетапы. Вот. И также, друзья, хотел напомнить, что если вы не хотите самостоятельно анализировать рынок, изучать трейдинг, я подготовил для вас готовое решение. Бесплатный трейдинг премиум, бесплатный трейдинг-клуб, который называется Premium Pro Trade, в котором я делюсь своими сделками открыто и прозрачно. Каждый день мы вместе с другими казахстанцами торгуем на Форексе, и на экране вы видите результаты. Win-rate по сделкам составляет 70-85%. Все, что вам нужно сделать, это просто повторять сделки за мной по готовым инструкциям. Благодаря этому люди даже без опыта и с небольшим депозитом зарабатывают 50, 100, 150, 300 долларов в зависимости от депозита. Я показываю все честно, вместе с убытками, так как это также часть торговли. Предлагаю вам попробовать торговать вместе со мной. Это ничего не стоит. Не нужно покупать дорогие курсы. Просто напишите мне по ссылке в описании, я помогу вам подключиться к нашему сообществу. Я торгую на FX Pro. Это брокер, который 2006 года работает по всему миру и имеет идеальную репутацию. Есть все лицензии, все официально, нет никаких проблем с выводами. Также брокер дает бонус для участников моего бесплатного клуба, а именно удвоение вашего депозита. Пишите, друзья, в Telegram по ссылке в описании, чтобы получить доступ и торговать вместе с нами. А также хотел поблагодарить всех, кто оставляет комментарии. Я их вижу, читаю, друзья, очень приятно. Спасибо. Если для вас действительно была полезная информация, оставляйте комментарии, я обязательно их прочту. До новых обзоров. Пока.